Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. Сегодня у меня не совсем обычный выпуск. Но я подумала, наверняка вы смотрите мой канал, потому что интересуетесь Словенией. И мой выпуск тоже будет посвящен Словении. Я сейчас читаю книгу, которая называется «Огонь Риты Нкаче Нисо за играче». В переводе на русский это означает «Огонь попа и змеи не для игр». Эту книгу собрала и составила Милена Миклаучич. Почему я не говорю, что она ее написала, а говорю составила? Милена проинтервьюировала огромное количество словенцев и записала в эту книгу их воспоминания, их реальные воспоминания. И нужно добавить, что эта книга состоит из 3 томов. Первый том я уже прочитала, сейчас читаю второй том. В этом втором томе собраны воспоминания женщин, бабушек, дочерей и внучек. Есть еще 3 том, там собраны воспоминания мужчин. И если вы интересуетесь славянской культурой, славянской историей и учите славянский язык, то очень рекомендую вам почитать эту книгу. Тем более, что читать ее легко, так как она состоит из достаточно коротких рассказов. Некоторые рассказы производят на меня особое впечатление, и я делюсь ими со своими близкими. И тут мне пришла хорошая идея в голову. Почему я делюсь этими историями только со своими близкими, когда могу поделиться и с вами. И еще нужно заметить, что вот этот вот 3-томник, он охватывает период от Первой мировой войны до середины прошлого столетия. То есть он охватывает аж 2 мировые войны и послевоенное время. И вот один коротенький рассказ хочу вам пересказать. Рассказывает Зофия, 1938 года рождения. Она рассказывает, как жила в деревне со своей тетей. И у них по соседству жила многодетная семья. Мама, папа и 4 детей. Отец постоянно в этой семье пил. Там были, видимо, скандалы, он все деньги пропивал, детей кормить нечем было, семья кое-как перебивалась, жили, короче говоря, впроголодь. И дети очень часто приходили под ворота семьи вот этой Зофии. А семья состояла из Зофии и ее тети. Здесь нет предыстории, почему они жили вдвоем, где родители Зофии, где муж тетин, и вообще была ли она когда-то замужем, об этом здесь речи нет. Но вот эти голодные дети соседские приходили под их ворота и просили дать им что-нибудь поесть. А тетя была очень добрым человеком, хотя они сами жили бедно, но она всегда что-нибудь для них находила. И вот в этой неблагополучной семье однажды рождается 5-й ребенок. И после рождения 5-го ребенка мать начинает тоже пить вместе со своим мужем. Нужно заметить, что в те времена никто не предохранялся и никто практически не делал никаких абортов. Рожали столько, сколько Бог пошлет. И, значит, после рождения 5-го ребенка жена, видимо, совсем уже отчаялась, не увидела никакого просвета в своем будущем и тоже запила. Помимо того, что они оба начали пить, они еще и начали драться. И скандалы эти продолжались не только днем, но и ночью. Однажды этот муж взял за волосы свою жену, подумайте только, мать 5 детей, и протащил ее за волосы по всему двору. И она кричала благим матом на всю деревню, но в те времена обычно люди старались не вмешиваться, считали, что они как-то там должны сами разбираться между собой. И, конечно же, не было никаких социальных служб, куда можно было бы пожаловаться, а полиция вообще на это внимание не обращала. Да и какая может быть полиция в деревне? После одного такого сильного скандала дети в страхе, старшие дети в страхе прибежали к соседке, к тете Зофии. И та была настолько, видимо, доброй женщиной, у нее просто сердце кровью обливалось, и она пустила этих детей к себе переночевать. И в дальнейшем эти дети так и не вернулись к себе домой, так и остались жить у соседки.
А у этих соседей, у этой пьющей женщины и мужчины каким-то образом рождается еще и 6-й ребенок. И вообще непонятно, как они ухаживают за грудничком. Просто вообще не ясно. И в один прекрасный момент прибегает сосед, весь бледный, трезвый, еле на ногах стоит, весь трясется и говорит соседке, что буквально накануне у них, оказывается, грудничок умер, они его где-то там похоронили у себя на огороде, а сегодня с утра он встал, а жена его повесилась. И вот он в страхе прибежал за помощью к соседке. И вы подумайте, какая добрая женщина. Она не стала соседа обвинять в том, что это он вообще-то виноват, что в принципе жена из-за него повесилась, это он ее довел. Это, наверное, я бы так сказала. А она его просто пожалела и, представляете, тоже приняла к себе жить. Но предупредила, что если он будет пить, то пойдет к себе в пустой дом, будет там пьянствовать один. И вот что меня еще удивляет, что вот этот мужчина действительно бросил пить, остался жить у соседки, в дальнейшем они поженились, и он, как вспоминает Зофия, был ей хорошим мужем, и они еще родили в дальнейшем 3 детей. Меня вот как-то очень, не сказать, что поразило это, наверное, какое-то слишком громкое слово, но впечатлила меня вот эта история. Я подумала, почему этому человеку не жилось со своей прежней женой, почему их брак был несчастлив, почему он там пил, почему жена потом начала пить, почему у них так все плохо было. Может быть, они как-то изначально не сошлись характерами. Но ответа, к сожалению, в этой книге четкого нет. Здесь просто рассказывают историю. И мы уже должны как-то включать свою фантазию и сами домысливать. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, что вы думаете об этой истории. Удивила ли она вас, впечатлила ли она вас так же, как меня? Было ли вам интересным? Мне будет очень интересно почитать. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и до новых встреч. Пока-пока!